Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. У великой и важной нации есть истинно национальная книга, в которой выразился весь гений нации Гегель. Добрый день, уважаемые друзья, гости, участники мероприятия «Гамзатовские дни». Сегодня мы по доброй традиции собрались в Горских Афинах, на родине Расула Гамзатова. Сегодня исполнилось бы 97 лет великому художнику слова, мыслителю современности Расулу Гамзатову. Для нас это не просто мастер пера, это человек, который всегда воспевал традиции и культуры Дагестана. Человек, благодаря своей поэзии, прославил Дагестан на весь мир. Слово для приветствия предоставляется главе муниципального района Хунзахский район Нурмагомеду Махсудкаджиевичу Задиеву. Ассаламу алейкум. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые участники 34-го фестиваля «Гамзатовские дни. Белых журавлей». Сегодня один из самых поэтичных праздников в России, день рождения лучшего великого человека Расула Гамзатова. Сегодня мы представляем не историю, не культуру без Расула Гамзатова и его творческой деятельности,
А праздник белых журавлей тому доказательство. Судьба подарила нам возможность быть земляками великого поэта, а кто-то лично и очень хорошо знал Расула Гамзатова. Думаю, что каждый из нас рад этому факту. Ведь он учил любить родину, людей, жизнь, восхищаться этой жизнью. Он был и остается, и будет самым живым человеком. Одно дело рифмовать стихи, совершенно другое дело разрабатывать свою философию. Расул всегда анализировал сущность бытия, человеческих отношений, и более крупного исследователя в этом плане, чем Расул Гамзатов, трудно найти. Могу с уверенностью сказать, что его слово будет нравственным ориентиром для нынешних и будущих поколений, людей самых разных национальностей, а имя его символом, знаменем, талисманом и гордостью Дагестана. Его произведения будут вновь и вновь воскрешать в нашей памяти, отзываться в наших сердцах, призывая всех к добру, любви, созиданию. С праздником всех! Спасибо. Дни белых журавлей или же гамзатовские дни – это дни светлой печали, которые превратились в большой литературный праздник международного масштаба. Расул научил быть честным, прежде всего, перед самим собой. Научил любить Дагестан, научил любить горцев и их тяжелую жизнь, научил понимать это, научил относиться бережно к простым людям. Расул Хамзатов, худул забит унен, кудиям хазина буго худулхи, хелте кверхвайзе эде угевац, худула седаха бак харадутсин, тудахам хинабе, қад иб хуршуге, хемуре кхечеб иштур худуласул, рак алта хеч уго карабатила, хесу дахаб айиб, орқода гичан, چهرت رختونگه ایختال القویان میخال سرانان سونال آنان سابوق انر کله به عمر یادا بیها گوشلارل هل هدول زبی هل راتیز اونکو بوگه کت زحمت دور هدول حالا گب چود سرخانی چودول بوغ خوگه نخلول خلحبه نوخت عربوک این چال عیب گرو چوخی سیزه هدول ادعو گمون دون کادانت سوه بالا هیچ اگو چغالت بیخانی ول حبیز قان تراوشیناو دیتسا باجارم هدول دونگی تراوشیناو هدول زبادسا آدامال نوجده هاریبو گدیر حالا گبرک الچا سوینه توگیان هل هدول زبیگی نیتیان شولارو شورال هدول زبی цоне мехмехал. Для того, чтобы узнать самих себя, нужна книга. Для того, чтобы узнать других, нужна книга. Народ без книги похож на человека, бредущего с завязанными глазами. Он не видит мира. Историю мира, как и судьбу каждого человека, надо разделить на две части. До появления книги и после ее появления. Первый период – ночь. Второй – ясный день. Первый – тесное темное ущелье. Второй – широкая равнина или вершина горы. Расул Гамзатов. Для меня есть один Дагестан, который прожил тысячелетия. Его прошлое, настоящее и будущее слились для меня воедино. Я мешаю века, потом возьму суть исторических событий, саму суть народа, саму суть слова «Дагестан». Образ это складывается из всего, что я видел в Дагестане, из всего, что я пережил, из всего, что пережили все дагестанцы, жившие до меня и живущие вместе со мной. Из песен и рек, поговорок и скал, орлов и подков, из тропинок в горах и даже эхо в горах сотворился во мне мой собственный Дагестан. Расул Гамзатов.
Слово предоставляется первому секретарю Союза писателей России Геннадию Викторовичу Иванову. Дорогие цадинцы, дорогие хунзахцы, рад в очередной раз приехать на вашу знаменитую землю. Эта земля стала знаменитой благодаря поэту, день рождения которого мы праздновали вчера, празднуем сегодня и будем праздновать всегда. Расулу Гамзатовичу скоро исполнилось бы 100 лет. И столетие Гамзатова тоже будет праздноваться здесь, и, наверное, сюда приедет много гостей. Вот. Дорогие друзья, дорогие, вы знаете, что я хочу сказать? Что вот уже, наверное, привычно вам стало, привычно нам стало, но все-таки, вот я хочу вам сказать, вот когда ступаешь ногой вот на эту вашу землю, в Хунзахском районе, ты почему-то сразу чувствуешь, что это какая-то особенная земля. Что это не просто как-то вот, как будто бы здесь, знаете, заканчивается что-то одно и начинается другое. Как будто здесь заканчивается земля, все едешь к вам, заканчивается земля и начинается небо. А перед небом надо говорить, ну как-то честно, правдиво. Праздник «Белые журавли», и Гамзатов так хотел, чтобы это был праздник памяти солдат, погибших за Родину. И я вам прочитаю сейчас стихотворение. Одно о погибшем солдате, а другое о живом солдате, о ветеране войны. Солдат. Пехота заснеженным склоном ушла на метельный закат, а в поле ночном и холодном остался упавший солдат. Он умер не сразу, он долго лежал на горячей крови. Он думал для жизни и долга собрать еще силы свои. Когда понемногу стемнело, спокойные звезды взошли, хотел он разбитое тело поднять от земли. Но видел лишь ворон летевший, скосивший на воина глаз. Как жадно и как безутешно локтями он взламывал наст. А следующее стихотворение «Ветеран». Русланову слушает старый солдат, и вольно в душе, как в долине. Да, он консерватор, и он ретроград, но был в 45-м в Берлине. И песня, как ветер, летит сквозь года. Издали поверженной прусской Русланова пела в Рейхстаге тогда с великою удалью русской. Шумите, витии, не знавшие бед, в герои себя возводите. Не знали ни бед, ни великих побед. Что вам остается? Шумите. Дорогие друзья, мы приехали небольшой делегацией, которую сейчас я вам представлю. Так вот по очереди будут выходить наши писатели и выступать. Сейчас я даю слово Ларисе Абдулиной из Уфы, из Башкортостана, писателю, поэту, главному редактору детского журнала на башкирском языке. Лариса Абдулина. Я приветствую солнечный Дагестан от имени Союза писателей Республики Башкортостан, от имени Башкортостана. Дагестан для меня, естественно, открылся словами Расула Гамзатова, великого аварского поэта. Я через Расула Гамзатова узнала аварский язык. Как было сегодня трогательно и приятно увидеть малышей, которые говорят на родном языке. Спасибо вам за эту встречу. Нас встречали дети. Это тоже так замечательно, когда подрастающее поколение знает свои языки. Башкортостан и Дагестан давно уже связывают литературные и духовные традиции. Расул Гамзатов — это тот поэт, который всему миру рассказал о своем народе, на своем родном аварском языке. Я сегодня хочу вам прочитать стихотворение тоже о своем родном языке.
называется башкирский язык, вот только куплет на башкирском языке, чтобы эти горы также услышали башкирский язык, который ценил Расул Гамзатов. Он множество раз бывал у нас в гостях в Башкортостане. Хин бұрынғы яугер, башқұрт тілі, еңеп сықтың әрбір алыштан, сын ер сыңы, қылыс тауыштары, ишетіле алыстан. Башкирский язык. Ты древний воин, мой язык башкирский. Я слышу грозный гул твоих побед, и звон мечей, и от ударов искры летят ко мне из бездны гордых лет. Был Салават великим воплощением твоей стихии воли и добра. Тебя хранили в деревнях священной, как уголь под золою для костра. Щитом твоим сказители вставали, когда пришел беды смертельный вал. Им языки за это отрывали, но честь твою никто не предавал. Пока ты есть могучее государство, ты словно воин на своем посту, и никому разрушить не удастся грядущего высокую мечту. Ты как младенец, дорог мне безмерно, ты жизнь моя и вечности залог. Ты поднял ношу совести, а скверну отринуть смог и уничтожить смог. Ответь, язык мой, ты живой, я знаю, и как стрела летит твой меткий стих. Предателей без жалости сражая, возвысить клятвой воинов твоих. Спасибо вам, Аварская земля, спасибо вам за Расула Гамзатова, за великого нашего современника. Дорогие хунзахцы, сейчас перед вами выступит поэт из Москвы, секретарь правления Союза писателей России Иван Голубничий. Дорогие друзья, дорогие хунзахцы, дорогие цадинцы, каждый год мы приезжаем сюда, на вашу землю, чтобы вместе с вами отпраздновать день рождения великого Расула Гамзатова. Расул Гамзатов был одним из той когорты великих мастеров слова, которые создавали авторитет советской, российской многонациональной литературы, многонациональной нашей поэзии. В своем творческом наследии Расул Гамзатов завещал нам любовь к Отечеству, уважение к старшим, уважение к родителям, верность национальным традициям. И этот завет мы храним в своих сердцах. Стихи Расула Гамзатова входили в жизнь моего поколения буквально с самых ранних лет, и как стихи, и как песни, о которых мы пели эти песни, слушали и зачастую не задумывались о том, кто их написал. Это были стихи Расула Гамзатова. И сегодня, в нынешнем современном, недружелюбном и зачастую враждебном мире, творчество Расула Гамзатова обретает особое значение. Оно напоминает о том, что мы люди, мы должны сохранять достоинство и лучшие человеческие качества, что все трудности мы обязаны пережить и сохранить преемственность нашей великой национальной традиции. Я прочитаю стихотворение, которое написал ровно 5 лет назад, здесь вот в ходе празднования дня рождения Расула Гамзатова. В гостях у Дагестана. Над Гунибом встала тишина, над Хунзахом воздух голубой. Дагестан, волшебная страна, снова повстречались мы с тобой. Вечный Каспий в берег бьет волной, нынче, как вчера, за веком век, но всегда сюда стремится вновь здесь хоть раз гостивший человек. Горы устремились в небеса, вольный ветер манит за собой. Здесь творил великий Цадаса, здесь Гамзатов воспевал любовь. Дагестанцы — искренний народ, дружелюбней не найти людей. Мы сюда приходим каждый год в светлый праздник белых журавлей. Все мы в этом мире лишь в гостях на ладонях матери земли, но навек останутся в сердцах
Дагестан, Гамзатов, журавли. Дорогие друзья, я поздравляю вас с праздником, желаю всем вам счастья, благополучия, мирного неба над головой и всего самого-самого лучшего в жизни. Спасибо! А сейчас я приглашаю к микрофону поэта, переводчика, председателя писательской организации из города Брянска Владимира Сорочкина. Добрый день, уважаемые земляки Расула Гамзатова. Я впервые у вас в гостях и хочу передать низкий поклон от брянской земли родине Федора Ивановича Тютчева, Алексея Константиновича Толстого. Я прочитаю стихотворение, посвященное матерям, которые не дождались своих детей с полей Великой Отечественной войны. Старушка пыль устала протирать, предметы поднимать, перебирать. Присела, онемев от тишины, и вдруг упала рама со стены. Стекольным звоном конченой пике, и распростерся на половике ее сынов весь выцветший портрет из фотографий довоенных лет. И с плачем, ею поднят из руин, осколком рассеченный старший сын, и, вытирая слезы кулачком, берет других, положенных ничком, всех собирает вместе за столом, и выпрямляет каждый перелом, и гладит раны глянцевые тел, глядит, как шнур на раме перетлел, сметает бой к остуженной печи, скрипит калиткой в пасмурной ночи, стучит в потьмах в соседское окно, чтоб ей мужчина вырезал стекло. Я вас всех от души поздравляю с праздником. Счастья, здоровья, благополучия всем вам. Спасибо. Слово предоставляется южному человеку, азербайджанцу, который живет почти на крайнем севере, в Ханты-Мансийском автономном округе, и звать которого князь Гочак, поэт. Дагестан – Аллаху угодная земля, Аллахом благословенная земля, Аллахом любимый край. В этой стране как никогда много ангелов. А то, и, наверное, неудивительно, что здесь родился поэт такого мирового уровня, как Расул Гамзатов. Я читаю все литературные периоды, очень радуюсь, когда появляются те или иные исследования, касающиеся творчества Расула Гамзатова. Да, много строк, проникновенных строк, много дел сказано о месте Расула Гамзатова, многонациональной советской литературы. Но почти, практически мало изучено, на мой взгляд, это самое, себя гамзатовского творчества с великими поэтами Востока, например, Руми, Низами, Насими, Хагани и так. В Азербайджане Расул Гамзатова очень прекрасно знаю, его произведение очень любимым народным, читающим народом. Наш национальный лидер Гейдар Алиев с большим уважением относится всегда Расула Гамзатова. Когда-то в Москве, в литературном институте имени Горького, он учился один из значительных, на одном партии сидел одним из значительных поэтов 20 века в Азербайджане Наби Хазари. Его мой Дагестан, переведенный замечательным поэтом Вилаетом Рустамзаде, является, всегда была моей настольной книгой, потому что эта книга учит многому, что любовь к родине, матери, все прочее. Творчество Расула Гамзатова традиционной ценностью занимает особое место. Это здорово. К сожалению, в 90-е годы мы подвергали ревизию этой традиционной ценности, а сегодня мы возвращаемся именно этим ценностям, в чем нам здорово помогает Расул Гамзатов. Представить стихотворение, которое тоже имеет отношение к традиционным ценностям. Наука доброты. Горная безмолвная панорама, к ней бегут селения, сады. Не забуду детство свое, мама, и твою науку доброты. Меня внушало, мир устроен сложно, горы в нем друг с другом говорят. Камень бросишь здесь неосторожно, где-то остается камнебат. Даже к скалам добрыми руками прикасаются, чтобы не оскорбить. Если не бесчувственные камни, что уж там о людях говорит.
отвечать за каждую минуту, потому что если в торопях зло, сынок, ты сделаешь кому-то, остается боль в его друзьях, в матери, и в брате остается, и на свете злого множества. Она бедой к себе вернется, полюби науку да, брата. Светлые поступки за собой оставляют на жизненной тропе, ведь добро, творимое тобой, их он возвращается к тебе. Профессор прикладной математики, почетный академик Российской академии космонавтики, доктор технических наук и заслуженный деятель науки и техники наш земляк Шамиль Гимбатович Алиев отзывался о нем так. Творчество Расула Гамзатова уводит нас в мир поэзии, где царствует красота, мысль и страсть к звучанию. Он заведует всеми кафедрами любви. Никто в мире еще не окончил этот сумасшедший поэтический университет. Все там первокурсники. Когда мысль и слово, сливаясь, создают внутри нас ритм, происходит вскрытие души. Тогда эмоциями зашкаливает, происходит чудо. Чудо появления на поэтической карте мира Расула Гамзатова должно быть искренне и ясно исследовано теми, у кого есть сердце и совесть. Родной язык. Расул Гамзатов. Родился я в горах, где по ущелью, река в стремительном броске, где песни над моею колыбелью мать пела на аварском языке. Она тот день заполнила, наверно, когда глазами мокрыми от слез я слово «мама» первое из первых на языке аварском произнес. Порой отец рассказывал мне сказки, ни от кого не слышал я таких, красивых и волшебных, по-аварски герои разговаривали в них. Люблю язык тех песен колыбельных и сказок тех, что в детстве слышал я, но рассказал о далях беспредельных и всех сограждан отдал мне, друзья, другой язык. С ним шел я через горы, чтобы родины величия постичь. То был язык великим, на котором писал и разговаривал Ильич. И сердцем всем, сын горца, я привык считать родным, великим тот язык. Мир тебе, Дагестан мой былинный, не молиться, тебя не любить. Мне станицы твоей журавлиной, околошуюся птицею быть. Дагестан, все, что люди мне дали, я по чести с тобой разделю. Я свои ордена и медали на вершины твои приколю. Эбел дут сахалда шибжо абилеб, цопуланаб khoyash туда абуни. Турваса спади самбади в инчого, пашкого накхасан речен чичанин. Хедин эбел дуда абу хадуса, абе харак борхун херес букин. Дагестаница хеб харбидаса, хвелт аса бишуле васисталин. Расул Гамзатов, матери. Мальчишка горский и несносным, зол неслухом в кругу семьи, и отвергал с упрямством взрослым все наставления твои. Но годы шли, и к ним причастный я не робел перед судьбой, зато теперь робею часто, как маленький перед тобой. Вот мы одни сегодня в доме, я боли в сердце не таю, и на твои клоню ладони седую голову свою. Ахулько, в селениях, что выше гнезд орлиных, частенько я слыхал от стариков, мол, то товарищ лишь наполовину, кто не был никогда на Ахулько. И поразмыслив, добавляли старцы, на молодости взирая с высоты, мол, истинный не может быть аварцем, тот горец, что не видел Ашвейты. Никер цара, никер киезулго, буга цоцоцар. Цонизе умумыз никеек ура. Дует уназудится бзак балагун, дие цабакараб нухак балагун. Хадуб хабрумруях, эмерал царал. Хадуб хабрумруях, адамаз никей, эмерал царал, куна бат и бат иял. Галал курулишл, дуйк урал руго. Чук олалиб михай, тик урал руго. Мундан чарал да санал адаматса, ашик илан абун надида.
دون عشق وطني عشق أمونيكو عشق زبي أنا عشق خود الله ديت سدوية كوجت الشور اللي بميخل شعيري لن أبو نديدة دون شاعر وطني شعر أمونيكو شاعر زبي أنا شعر خود الله نكي چانجي تسأرل شوانا عمرو يل عادتكي عمالكي خادكي بيخون دوت سديك أنا كينال قد سأرل ديت سدويك أنا كينال قد سأرل. Мой Дагестан. Когда я, объездивши множество стран, усталый, с дороги домой воротился, склонясь надо мною, спросил Дагестан: не край ли далекий тебе полюбился? На гору взошел я из той высоты, всей грудью вздохнув, Дагестану ответил: немало краев повидал я, но ты по-прежнему самый любимый на свете. Ты назови мне красное, костер среди камней. А что прекрасней красного? Огонь любви моей. Ты назови зеленое, лишь что весной одет, что зеленей зеленого, моей надежды цвет. Ты назови мне желтое, в опавших листьях даль. А что желтее желтого? Печаль, моя печаль. Ты назови мне белое, снег рухнувший с высот. А что белее белого, моей мечты полет? Ты назови мне черное, вчерашней ссоры след. А что чернее черного? Война, чернее нет. Магомед Ахмедович Ахмедов однажды сказал очень правильные слова про праздник белых журавлей. Чем трагичнее, тревожнее становится наше время, тем яснее поэтический и человеческий смысл этого праздника. Он все больше превращается в молитву земного шара о мире, вере в Родину. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в нашу землю полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Настанет день, и с журавлиной стаей я полечу в такой же сизой мгле, из-под небес, по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит по небу клин устал, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток мал. Быть может, это место для меня. Настанет день журавлиной стаи,
Я топлю в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликают всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порой, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Белые журавли – масштабное культурное явление, еще долго будет привлекать внимание к самобытной культуре Дагестана, как органической составляющей культурного пространства многонациональной России. Спасибо за внимание. Всем мира и добра.